Дорогое мое дитя, я, когда придет твой Бог, принесу тебе хорошие новости. Сложный процесс, с которым вы столкнулись, закончится вскоре после просмотра этого сообщения. По своей бесконечной доброте я обещаю вам восстановление того, что будет восстановлено с любовью и заботой, и что было разрушено. Крепко закройте глаза и почувствуйте глубоко в сердце происходящее исцеление. Почувствуйте себя отдохнувшим, почувствуйте, как моя сила работает внутри вас. Семейные отношения, потрясенные жизненными бурями, укрепятся и обновятся. Единство и гармония наполнят ваш день, устранив печаль и конфликты. И еще я говорю вам обещание восстановления: все, что потеряно, все, что взято несправедливо, будет восстановлено с избытком. В вашей семье будет даровано процветание, счастье и благословение, они будут защищены от проблем и получат новую надежду. Чтобы вы полностью поняли все эти условия, я прошу вас остаться здесь до конца. Это будет славное время, чтобы посвятить мое слово. Дитя мое, я здесь, чтобы предложить тебе спасение, прощение и вечный мир. Независимо от того, как далеко я нахожусь или как далеко находится ваша семья, моя милость всегда в ваших руках. Своей бескорыстной любовью я стремлюсь принести спасение и совершенную жизнь кающемуся сердцу. Вы знаете, когда вы потеряли цель и дрейфуете посреди огромного океана, может быть трудно найти дорогу. Однако в эти моменты, когда нас вот-вот охватит отчаяние, я, твой Бог, тихо шепчу: я всегда здесь, чтобы направлять тебя. Я вижу вашу борьбу и знаю желание вашего сердца. Вы можете чувствовать нетерпение, желая быстрых ответов и быстрых решений, но я говорю вам: доверьтесь мне и моему плану для вас. Когда вы верите в меня, вы доверяете моим святым рукам. Я Бог, знающий начало и конец, прошлое, настоящее и будущее. У меня есть сила изменить ситуацию и дать вам лучшее в вашей жизни. В каждой задаче я работаю спокойно, чтобы все работало. Даже когда ты не видишь выхода, я открываю дверь и готовлю почву для твоей победы. Мой план для тебя идеален, и все получится вовремя. Я знаю, что ожидание может быть трудным, можно пролить слезы, и разочарование может постучать в твою дверь, но не сдавайся, дитя мое. Потому что я всегда с тобой, я воодушевляю вас, поддерживаю и направляю наилучшим образом. Помните, что мое время отличается от вашего. Хотя вы можете видеть небольшую часть картины, я вижу всю картину. Верьте, ведь я создал жизнь и надежду. Со временем, когда все будет в порядке, и вы по-настоящему будете готовы, вы будете удивлены благословениями и возможностями, о которых даже не догадывались. Потому что у меня идеальное время, и я уделяю внимание каждой детали вашей истории. Поэтому сегодня я призываю вас быть смелыми и отважными. Не бойтесь и не сомневайтесь, ведь для вас открыта дверь свободы с небес. Доверьтесь мне полностью, и я благословлю вас сверх вашего воображения. Как только ты проснешься, я благословлю тебя, укажу путь и осторожно поведу тебя, чтобы ты благополучно добрался, куда бы ты ни пошел. Я благословлю вашу работу, увеличу ваш интеллект, принесу вам святую улыбку, и перед вами откроются многие возможности. Моя любовь к тебе истинна, вечна, чиста и верна. Я желаю тебе только лучшего. Вы можете сейчас сомневаться,
потому что раньше уже пережили разочарование, которое разрушило вашу веру, заставило почувствовать себя недостойным и потрясло вашу душу. Но теперь скажите мне, напишите или позвоните, если можете, кто отдал за тебя жизнь, кто шепчет, кто сражается на вашей стороне. Я вас еще раз спрашиваю, кто нес крест и отдал за вас жизнь свою? Скажите вслух: это ты, Господь. Я знаю, что ты не стыдишься меня. Многие люди могут молиться и умолять тебя, но только у меня есть сила подарить тебе вечное счастье. Так что не ищите благословений не там, где надо. Не отдавай свое сердце пустым обещаниям любви. Не делитесь своими секретами с друзьями, которым не можете доверять. Я люблю тебя и благословляю тебя не потому, что ты совершенен, а из-за моей глубокой любви к тебе, моего божественного плана и моей непоколебимой преданности тебе. Я очень тронут и поражен тем, как вы молитесь и благодарите за все. Сынок, я так счастлива и счастлива, что у меня есть ты, который делает меня приоритетом, и горжусь тем, что любишь меня. Ваше мужество и поведение заслуживают вечной награды, но сейчас, пока вы живете на земле, взывайте ко мне, и я отвечу. Не стесняйтесь просить обо всем, что захотите, но я ожидаю, что вы меня благословите, чтобы я мог просыпаться каждый день с уверенностью, что я с вами. Я избрал тебя и призвал тебя по своей благодати, чтобы исполнить план, который я установил для тебя еще до сотворения мира. Когда солнце засияет во всей красе, улучшится и ваше будущее, и сбудутся ваши самые заветные мечты. Поверьте, это вполне возможно. Я не хочу давать вам ваш возраст или зрелость. Я дал тебе дух моей силы и моей любви, чтобы ты мог смело поделиться всем, что я сделал в твоей жизни. Вы не можете хранить молчание, пока распространяется это сообщение. Жди моего благословения, ибо я дал тебе сильный дух, любовь и самообладание. Я спас тебя, здесь нет места страху и сомнениям. Не прячьтесь от поражения и не поддавайтесь мыслям противника. Стойте смело, принимайте вызовы и преодолевайте препятствия с уверенностью и решимостью. Если вы примете этот победный настрой, ваши трудности исчезнут, люди, которые вас беспокоят, уйдут из вашей жизни, и ваше финансовое положение изменится. С уверенностью ожидайте новой эры свободы. Величие и чудо Бога через такое сердце, как твое, я покажу мою силу. Это глубокая истина. Все, что я прошу от вас, это немного веры, даже если она такая же маленькая, как горчичное зерно. Не позволяйте сомнениям и негативу проникать в ваш разум, сердце или действие, и особенно избавьтесь от этого негатива в своем доме. Поощряйте членов семьи подбадривать друг друга, а не унижать друг друга пессимистическими словами или оскорблениями, которые могут разрушить их уверенность в себе и счастье. Каждую ночь я хочу, чтобы вы молились, медитировали и вспоминали эти слова, которые я вложил в вас. Почувствуйте эмоции, которые охватывают вас, когда вы закрываете глаза, и слышите настоящий голос, который приветствует вас с состраданием в вашем сердце. Когда наступит завтрашний день, и ваши глаза откроются, вы проснетесь с интересом к жизни, более сильным духом и огромным чувством благодарности за чудеса, которые я принесу в ваш день. Повторяю, сделайте это сегодня вечером, позвольте своему разуму размышлять над всеми словами, которые вы слышите, и пусть ваши губы шепчут: «Господь, я верю в Тебя,
я жду твоего благословения. Не сдерживайте слезы, в вашем сердце так много запутанных эмоций, пока ситуация не изменится. Мы с тобой оба знаем это, в твоем уме возникает много бурь, и твой дух утомлен. Тебе не нужно скрывать от меня свои чувства, ты можешь говорить со мной честно, потому что я люблю быть честным. Твои слезы глубоко тронули меня, окружили меня слезами, тронули мое сердце. Когда слова не могут преодолеть хаос внутри тебя, когда хаос жизни переполняет тебя, ты громко плачешь. Вы плачете на пике своего сопротивления, сталкиваетесь с непреодолимыми препятствиями, чувствуете себя побежденным и неспособным двигаться вперед. Вас отягощает чувство неудачи. Но это еще не конец. Сейчас самое время вспомнить, что только с его помощью вы сможете преодолеть трудности, с которыми сталкиваетесь. Сейчас настало время освободить тебя. Теперь вам не придется терпеть подобные колкости и оскорбления. И если в вашем сердце вы верите, что Царь Небесный так много пострадал за вас, что я отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли прожить жизнь по-настоящему, тогда примите смелость, которую я даю вам сейчас. Я чувствую, как это исцеление и расширение возможностей текут через тебя с моей силой. Сегодня я предлагаю вам силу и мощь подняться и отпустить все, что приносит вам боль и печаль. Хорошего дня! Сегодня я наполняю тебя миром и силой. Никто не сможет украсть у вас это счастье. Я приду к тебе, если ты захочешь поговорить со мной, спросить, как дела, или просто захочешь вернуться и поплакать у меня на руках. Приди и плачь, я обниму тебя и обниму со всей своей любовью. Вы просили ответа, и вот он, я благословлю вас. Не бойтесь, встречайте все, что с вами происходит, с уверенностью. Скажи мне, что ты доверяешь мне. Продолжай бороться до конца, потому что в своей любви и прощении я всегда нахожу утешение и силу. Я желаю, чтобы ты жил. Я желаю вам встретиться лицом к лицу со своими врагами. Не оставайтесь в своей комнате, не плачьте о своей неудаче и не вспоминайте все слова и оскорбления, которые вас обидели. Это правда, что на его пути попадалось множество людей с плохими намерениями. Это инструмент боли и страданий, который враг использует против вас. Ты знаешь, я выбрал тебя не просто так. Ты особенный, я воочию видел чудо и снова уверял тебя в своей любви, надеюсь, она найдет отклик у тебя. Сейчас вам важно понять, что сейчас не время лгать или допускать нападки со стороны оппозиции. Верьте в истинность моих слов и в чудеса, которые я совершил в вашей жизни и которые видели ваши глаза. Моя помощь и спасение – это моя глубокая любовь к тебе. Ты дорог мне. Если другие не видят вашей ценности, доверьтесь обещанию и полностью поверьте, что вы драгоценны в моих глазах. Глубина твоего достоинства и моя любовь к тебе бесценны. Ваше сердце почувствует эту истину, и у вас могут течь слезы, когда вы осознаете, что я много раз приходил к вам, заботился о вас, защищал и любил вас. Моя приверженность вашему руководству, поддержке и заботе непоколебима. Доверься мне полностью, потому что я знаю, что в любой ситуации моя любовь будет длиться. Ожидание дня, полного благословений, молитвенного общения и урожая вашей веры и терпения. Наступит время, когда твои слезы заменятся радостью,
а смех станет отголоском твоей радости, а пока просто верь в мое обещание. Когда вы сталкиваетесь с каким-либо препятствием, вы не должны сдаваться. Стойте против него, и когда он упадет, небеса откроются и осыпят вас обильными благословениями. Время идет, жизнь продолжается, каждый восход солнца приносит новые возможности, новые радости и новые испытания, с которыми вам придется столкнуться благодаря силе Священного Писания, вашему постоянному присутствию рядом с вами, в темные ночи и яркие дни, в буре и ясный дождь. Настало время благословения, как сказал ваш святой Господь. Быть счастливым значит вкушать счастье свыше, наслаждаться пищей с небес, которая наполняет и насыщает тебя. Быть благословленным значит встречать каждое испытание с уверенностью, что преодолеешь его. Отдать свою жизнь Богу, освободившему вас, значит поделиться с бедными, терпеть отвержение и ненависть из-за Христа. Блаженство – это счастье, сохранение веры и мира в глубоких бедах и скорбях, поднятие головы и улыбка, как бы взирающая на Господа, охраняющего и направляющего путь твой. Быть благословенным значит чувствовать удовлетворение своим повседневным существованием и доверять нашему небесному пастырю. Я исполню желания твоего сердца и твоей семьи. Я буду давать мудрость вашей душе каждый день и буду верным последователем во всех аспектах моего учения. Будьте уверены, что наступит счастливый день, и он придет. Крепко держите свою веру в меня, потому что вы уже знаете, что верное обещание вашего всемогущего Отца будет исполнено. Сосредоточьтесь на том, что перед вами. Это не препятствие, это не сложно, это не борьба, и оно вас не победит. Я наполняю тебя своей уникальной силой. Встаньте, идите вперед, и с смелостью и силой, которую я вам даю, вы преодолеете проблемы и преодолеете препятствия. Попроси меня сделать это. Послушайте меня еще раз. Никаких плохих новостей, которые могли бы вас беспокоить, никакого лечения, которое могло бы вас угнетать, никакой опасности того, что семейные неурядицы украдут вашу радость. Вы можете чувствовать усталость, думать, что испытания, которые вас ждут, победят вас, плохие слова других разрушат вас, вы никогда не выздоровеете, а счастье находится за пределами вашего понимания. Но здесь я призываю вас выслушать меня и уверяю, что я забочусь о вас, и для меня важно все, что вас касается. Я видел, сколько страшных ситуаций случалось с тобой, как будто они думали, что ты получишь великое благословение. Не случайно они как будто беспокоят и беспокоят вас, когда ваши мечты близки к осуществлению. Если ваш враг сильный, не бойтесь, вы сильнее. Они попытаются вас напугать, но вы будете спокойны. Они не ожидали такого сюрприза, который вы собирались преподнести. Я дал тебе возможность заставить темные силы, соблазняющие тех, кто пытается причинить тебе вред, прислушаться ко мне. Не чувствуйте себя изолированным или неуверенным. Пришло время обновить ваше мышление и питать вашу душу, разум и дух моим учением и руководством. Я много раз призывал вас быть храбрыми и сильными. Противники проверяют вас своими атаками, проверяют вашу стойкость. Независимо от того, с какой проблемой вы столкнетесь, какой бы большой она ни была, вы сможете ее преодолеть. Я могущественный в тебе, ты живешь в моем приюте и под моей опекой. Я очищаю тебя своей кровью и даю тебе мой Святой Дух. Я твой всемогущий и всемогущий Бог,
и ты, мой сын, созданы по моему образу и подобию. Это замечательная новость, которая наполнит ваши мысли и слова похвалой. Скажи мне сейчас, ты мне поверишь? Вы сталкиваетесь со многими трудностями, и враги пытаются сломить вас на каждом шагу, ставя людей на вашем пути, чтобы разрушить ваш дух. Те, кто принижают, высмеивают и сомневаются в своей вере. Не волнуйся, никто не сможет победить тебя. Я твой щит, твой защитник, твой целитель и источник твоей силы. Я положу свою сильную руку на твою жизнь, исцелю все раны и грустные воспоминания в твоем сердце. Вы всегда верны даже в трудную минуту. Враг пытается посеять раздор в вашей семье, на работе и дома, но вы продолжайте. Оставайся сильным. Я знаю, что эти испытания трудны, часто оставляя шрамы, которые тревожат ваши эмоции, ослабляют ваш разум и истощают вашу энергию для движения вперед. Итак, сегодня я здесь, чтобы исправить то, что сломано в вашей жизни. Вы должны продолжать двигаться вперед, оставаться решительными и решительными. Враг много раз пытался остановить тебя, но если ты будешь упорствовать, то моя благодать укрепит тебя. То, что ты пережил, это не конец твоей истории, дитя мое. Вы не проиграете эту битву, и когда другие подумают, что она окончена, я вмешаюсь своей могучей рукой и своими ангелами и скажу: проснитесь, ваши молитвы были услышаны, и ваша жизнь изменится. Я должен вас предупредить, многие люди не верят, даже если они видят чудеса каждый день, они все равно сомневаются в моем существовании, моей любви, моей силе. Однако вы не один из них. Ты все равно будешь верить и не бояться. Однажды каждый увидит перемены в своей жизни и поймет важность своего Бога. Так что сосредоточьте свое внимание на мне, моих словах, и верьте моим словам. Не доверяйте лжецам и не доверяйте свое будущее и свою жизнь тому, кто проявляет любовь, но не может с ней справиться. Твое сердце принадлежит мне, ты дал это мне. Люби меня превыше всего, твоя жизнь, твои близкие и твое будущее важнее денег, имущества, работы или личности. Не бойтесь потерять свое устройство, вместо этого наслаждайтесь самым главным – любовью, и ищите всем сердцем, потому что я ваш друг, готовый дать вам все, что вам нужно. В этом году я осыпал вас истинными благословениями, открыл много дверей и дал вам хорошие возможности. Будьте верны моему пути, чтобы получить благословения, полные благословений. Будьте внимательны к своему окружению, знайте, что даже плохая ситуация может оказать благотворное влияние. Не сдавайтесь, когда столкнетесь с непреодолимой проблемой. Я прячу благополучие и благо во всех бедах и разочарованиях. Помните о благословениях, которые я дал вам, ищите руководство в моих учениях, чтобы развивать навыки и таланты, которые я дал вам сегодня. Отбросьте жажду наживы, стремление к славе или бремя долгов на показ. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Цель духовного развития. Примите решение учиться на моих учениях, поскольку я планирую творить необыкновенные чудеса в вашем здоровье и семейной жизни. Не сомневайтесь в этом году, я даю вам сегодня силы и мудрость для решения различных ситуаций. Поставь меня на первое место, и я не только помогу тебе, но и сделаю тебя богатым, дам тебе благословения, более драгоценные, чем золото. Даже если ты столкнешься со многими проблемами,
я сделаю тебя сильным. Несмотря на то, что случается множество ситуаций, ваша вера в меня делает вас храбрыми. Не бойтесь своих проблем, примите участие в своей борьбе и битвах, оставайтесь в моих обещаниях и моих словах. Я никогда не оставлял тебя в минуту твоей слабости, я никогда не оставлял тебя. Я облегчаю твою боль и наполняю тебя радостью. Если вы усердно ищете меня каждый день и присоединяетесь ко мне в молитве, восхваляя Его высочайшей похвалой и величайшим поклонением, я услышу вас и подниму вас на более высокий уровень. Я знаю все, что с тобой происходит, сопереживаю твоим чувствам, поскольку ты делишься со мной своей жизнью, своими переживаниями и своими планами на будущее. На небесах радость, и я посылаю тысячи ангелов защитить вас. Я решу ваши проблемы не вашей силой или знаниями, а своей любовью и силой. Вы преодолеете все трудности, поскольку я поддерживаю тех, кого люблю, и благословляю тех, кто смеет доверять мне. Однако те, кто цепляется за негатив, кто сомневается в его истинности, кто отвергает мои слова и высмеивает любовь, которую я даю, если они хотят исцелить и спасти тех, у кого нет смелости поверить в настоящего Бога, потеряют свою силу. Это благословение, которое я оставляю тем, кто верен и усерден в его поисках. Во время вашего отчаяния, когда вы молитесь передо мной, вы вскоре обнаружите, что ваше спасение укрепляется и увеличивается благодаря моему состраданию и силе. Люби и видь себя передо мной, сохраняй веру, показывай свою приверженность, потому что я понимаю твои самые сокровенные мысли и чувства, у меня есть ответы на твои вопросы, решение твоих проблем. Скоро тебе все отдадут. Вы верите в меня, ваша вера дает вам силу и поддерживает вас. Вера, посаженная в почву вашего разума, придает силу и устойчивость вашим эмоциям. Ваша вера будет творить чудеса, побеждать врагов, преодолевать препятствия и открывать новые пути. Твоя вера в меня, моя кровь пролита. В моем вечном завете, в моем письменном слове, через вашу веру ничто не сможет вас сломить. Никто не сможет украсть его у вас. Всегда просите ваших молитв с верой, и я дам вам все, что вам нужно. Я уберу из вашей жизни все, что вам мешает или обижает. Я надеюсь, что вы и ваша семья свободны от всех забот и страхов. Я хочу, чтобы вы всегда всем сердцем имели непоколебимую веру в то, что именно я исцеляю, обеспечивает, поддерживает, защищает и заботится о вас. Я готовлю для вас удивительную возможность. Важно, чтобы вы продолжали учиться у меня, чтобы знать, когда придут ваши благословения. Не недооценивайте мелочи, которые я вам даю, потому что даже самые маленькие могут и будут расти от моего прикосновения. Вы будете поражены множеством замечательных вещей, которые я запланировал для вас. Я хочу сделать тебя счастливым и видеть тебя счастливым, когда ты поправляешься. Это делает меня счастливым. Мне нравится видеть, как твои глаза сияют от счастья. Ты для меня целый мир, более драгоценный, чем редкие сокровища. Желаю тебе жить полной жизнью и осуществить все свои мечты. Ты будешь доверять мне, и твое сердце всегда будет моим. Вы принимаете это. Ничто не может помешать моему благословению на вас. Я ищу тебя. Я дал тебе свой щит, и мои ангелы здесь, чтобы защитить тебя от всякого вреда. Ваше будущее – моя ответственность.
Я твой могущественный и любящий Бог. Я обожаю тебя вечной любовью, проявляю терпение и заботу и гарантирую, что мои планы относительно тебя осуществятся. Пообещай, что будешь доверять мне и не поддашься слухам или словам людей. Твои слова будут уничтожены, когда наступит завтрашний день. Вы восстанете из печали, которую они причинили. Депрессия не одолеет тебя, потому что моя любовь поднимет тебя. Откройте свое сердце мне и перестаньте слушать тех, кто хочет причинить вам вред, кто пытается вести вашу жизнь по-своему. Слушай, я ценю тебя во многих отношениях. Будьте сильными и уверенными в себе, не поддавайтесь влиянию того, что думают или говорят люди. Прежде чем беспокоиться об обидных комментариях, помните, что я вижу вас таким, какой вы есть. Я принимаю вашу доброту. На мне лежит большая ответственность за тебя. Ваша семья и настоящие друзья любят вас. Они будут рядом с вами в любой ситуации. Используйте свое время, чтобы искать меня, служить мне, проводить время с кем захотите. Не отнимайте время, проведенное с семьей, и отдавайте его тому, кто делает его личным. Человек, который вас бьет, думает, что вас некому защитить и хочет ранить вас своими словами, но это не так. Не давайте места клевете и лжи. Вы найдете в себе силы сосредоточиться на моем учении, работать над своим развитием, использовать свою силу, чтобы доставлять радость тем, кого вы любите. Многие люди оставались с ним и в хорошие, и в плохие времена. Вы также можете помочь нуждающимся людям. Я хочу использовать вас, чтобы принести благословение вашему городу, сделав его символом истины и верности. Ты поведешь других следовать по моему пути. Вот почему я воспитал тебя и дал тебе поддержку и силу, чтобы ты мог стать источником благословения. Через тебя я буду творить чудеса. Поручитесь мне противостоять своим страхам и не бояться. Поверь мне, не сдавайся, подними руки к небу. Особенно, когда твоя усталость от путешествия слишком тяжела, когда ты чувствуешь, что продолжать путь невозможно, вспомни о тепле моей любви, которая успокаивает тебя своим постоянным присутствием. Не обращайте слишком много внимания на других, потому что они могут вас разочаровать. Ваша душа не должна зависеть от любви или одобрения других. Да, я создал тебя, чтобы любить и быть любимым, но помни, что единственная настоящая вечная любовь, которую ты когда-либо обретешь, это моя любовь, которая никогда не угаснет, близка и надежна. Не отдавай свое сердце тому, кто может тебя покинуть, и не отдавай свое будущее тому, кто тебя больше не любит, даже если ты отдал все. Не отдавай первое место в своей душе тем, кто может покинуть тебя, разбить твое сердце и разрушить твою жизнь. Вы просили надежду, и она пришла. Вы молитесь о мире, он здесь. Если вы готовы сделать перерыв, сделайте перерыв. Если ваша работа продолжается, продолжайте. Потому что, когда ты спишь на моих руках, ты будешь в безопасности, а если пойдешь, моя сильная рука защитит тебя от мира. Помните, что вы не одиноки, вы не сирота, даже если вас покинули отец, мать, семья или дети. Моя лучшая и самая драгоценная любовь всегда к тебе. Это укрепляет вас, чтобы чувствовать и знать заботу вашего Небесного Отца. Я думаю, это те слова, которые вам нужно услышать. Чтобы выжить, человеку нужно больше, чем еда,
ему нужно каждое слово моего сердца. Прямо сейчас вам нужны мир, воодушевление, спокойствие и уверенность в себе. Я даю вам свой мир, мир, который не может дать ни мир, ни человек, мир, который могу дать только я. Возьмите этот мир в свое сердце. Сегодня ты вырастешь, вот что я говорю. Я надеюсь, что вся полученная доброта будет расти и благословляться. Верьте этому обещанию без колебаний. Не позволяйте прошлым неудачам или ошибкам быть оправданием. Если вы решите довериться мне всем своим сердцем, доверьтесь также моей способности прощать. Для вас важно получить полное благословение. Избегайте всех обвинений, игнорируйте критику и избегайте негативных отношений. Не позволяйте словам зависти управлять вашим разумом и разрушать ваше будущее. Вместо того, чтобы чувствовать себя охваченным страхом и тревогой, представьте мою руку на своем сердце, передающую послание радости, мира, надежды, веры и защиты. Я сделаю твою жизнь радостной и буду петь хвалу в твоих устах. Ваша жизнь изменится. Ожидайте богатства в своем доме и приготовьтесь к освобождению от долгов и прошлых финансовых ошибок. Похоже, ты сейчас занят, но поверь мне на слово. Посмотрите вокруг себя глазами веры и узнайте новые возможности и людей, которых я помещаю на ваш путь. Цените людей, которых встречаете, и уважайте их, ведь я их послал. Будьте добры и внимательны, уважайте всех, потому что я намерен благословить вас и работать через вас так, чтобы превзойти ваши самые смелые мечты. В трудную минуту ты останешься верной, и я укреплю тебя, работай как маяк во тьме. Живи как доказательство моей любви и силы. Вы обнаружите, что я делюсь с вами чем-то особенным. Послание, которое вы прочитали или услышали, было передано многим моим детям, но не все из них восприняли его всерьез. Есть те, кто противостоит ему, оправдывается, предпочитает слушать людей, которые не стремятся к его благополучию, которые хотят видеть его в ловушке страданий и страданий. Они проигнорировали мои добрые обещания. Но я действительно забочусь о тебе. Мудро доверять мне, потому что сомнения могут заставить вас упустить то хорошее, что я дал вам. Я вверяю тебе все мои заботы и прошу тебя нести бремя моих забот, чтобы я мог ходить в мире и спокойствии. В этот священный момент я осознаю величину твоего обещания, которое намного больше, чем я думал. Я отдаюсь надежде на твою необыкновенную работу в моей жизни, Господь. Я прошу вашего благословения во всех сферах моей жизни, и среди проблем я превращаю каждое препятствие в возможность и каждое испытание в победу, проявляя вашу силу. Пусть я прогрессирую не только физически, но также эмоционально и духовно, и сохраняю щедрое и смиренное сердце, готовое поделиться своими благословениями с нуждающимися. Я подтверждаю свое обязательство всегда стремиться к вашему присутствию днем и ночью, и каждый момент, проведенный в общении с вами, подобен растущему семени, которое дает обильный урожай мира, мудрости и счастья. Я исповедую перед тобой свои нужды и желания, потому что ты знаешь желания моего сердца. Ты источник, покрывающий все мои недостатки, ты исцелишь израненные части и даруешь мир, превосходящий всякое знание. Сегодня я принимаю вызов мужественно противостоять невзгодам, веря, что вы – моя сила и наставник.
Пусть моя вера будет проверена и укреплена в трудные времена, ведь я понимаю, что каждое испытание формирует мой характер и укрепляет мою приверженность вам. Господь, пусть все мои путешествия в этой жизни будут отмечены Твоим присутствием и руководством, Твоим светом, который сияет во тьме, указывая мне путь победы. Оставьте комментарий, если верите этим словам. Бог – мой свет. Будь как будет. Если я ищу процветания, Господь, мое доверие к Тебе становится сильнее. Я считаю, что настоящее богатство заключается в честности с самим собой. Позвольте мне быть верным в малом, чтобы, будучи верным в большом, я был мудрым и ответственным распорядителем благословений, которые вы с любовью предлагаете мне. В сомнении я не забыл Твоей правды, сдержав обещание. Твоя истина подобна скале, на которую я полагаюсь, даже когда нахожусь в тени врага. Позвольте мне удалить эту тень, ища убежище в свете вашей истины, в вашем слове и ваших молитвах. Пусть моя жизнь будет основана на непоколебимом основании, которым является Христос Иисус, который остается сильным, несмотря на наступающую бурю, но в Тебе я нахожу силу и защиту, Отче Небесный. В этот святой момент общения я получил Твои слова, полные обещания и силы. Я чувствую присутствие Твоей бесконечной любви, которая находится далеко за пределами человеческих измерений и понимания. Ты мой Небесный Отец, всемогущий Бог, который всегда заботится обо мне, даже посреди сомнений и желаний моего сердца. Сегодня Ты пришел заверить меня, что удовлетворишь все мои потребности. Отец, я предлагаю Тебе свои страхи и сомнения, чтобы Ты смог нести мое бремя. Превратите каждое испытание в свободу и каждое испытание в победу, становясь свидетелем проявления Его удивительного и могущественного обещания. Я смотрю в будущее с уверенностью, зная, что, ища Твоего присутствия днем и ночью, Ты разрешишь все мои заботы. Я провозглашаю свободу от рабства, финансовое восстановление и процветание во всех сферах моей жизни. Когда я связываюсь с Вами, я нахожу слова, полные обещания и силы. Я с радостью принимаю заверение, что Ваше постоянное присутствие восстановит все мое существо. Твое исцеление придет в мою душу, восстановит утраченный покой. Я уверен, что посею с верой, потому что знаю, что каждое семя вырастет и принесет много плода. Я верю в Твою мудрость и благословение, которые Ты мне даешь. Пусть мое сердце будет смиренным и щедрым, готовым поделиться с нуждающимися, особенно с нуждающимися. Я чувствую, что столкнусь с проблемами и препятствиями, которые проверят мою веру. Не позволяйте трудностям обескуражить вас, потому что я знаю, что испытания укрепляют мой характер и укрепляют мою веру в вас. Пока вы работаете над восстановлением моего финансового положения и выходом из долгов, я хочу глубоких духовных перемен, обновления, которое выходит за рамки временных ситуаций. Помоги мне быть праведным и милосердным, всегда проповедовать истину Твоего Евангелия. Позвольте мне быть носителем хороших новостей для нуждающихся, освобождать пленников, исцелять разбитые сердца, просвещать духовно слепых и освобождать угнетенных. Будь живым свидетелем Твоей уникальной любви ко мне, Отец. В этот особенный момент я получаю Ваше благословение и чувствую себя завернутым в прекрасное духовное одеяние. Я подтверждаю свою преданность Вам, веря, что Ваш свет озарит все стороны моей жизни. Боже,
Я полностью доверяю тебе и очень люблю тебя. Пожалуйста, не отвергайте мои исправления, выслушайте мое сообщение и уделите мне все свое внимание. Перестаньте наполнять свое сердце гордостью. Я хочу, чтобы ты был скромным и простым, как я. Семя должно упасть в плодородную почву, быть срезанным и измененным, прежде чем оно сможет прорасти и вырасти. Выгоды, которые вы получаете, также ценны и эффективны, но делать что-то самостоятельно требует усилий и времени. Я знаю тебя, понимаю тебя и хочу, чтобы ты не разочаровался. Не спускайте глаз с горизонта, даже если немного пройдете, то сойдете со своего места. Не бойтесь перемен, все для вашей пользы. Я хочу окружить вас людьми и ресурсами, которые помогут вам расти. Если ты пойдешь со мной, никто не победит тебя, не обвинит и не осудит тебя, потому что я могу защитить тебя. Сегодня, дитя мое, если ты увидишь своими духовными очами армию небесную, стоящую рядом с тобой, и если ты сможешь увидеть мой свет от Бога, освещающий твой путь и падающий на твоих врагов, и если ты сможешь увидеть людей вокруг тебя, и ты увидеть вещи, все. Вот что происходит, небо и земля продолжают двигаться навстречу желаниям. Вскоре вы сможете увидеть во сне что-то хорошее, ощутить кусочек рая. Я вдохновлю Вселенную твоими благословениями. Это то, что я делаю, когда вижу таких истинно верующих, как вы, полностью предающихся мне. Точно так же, как вы любите меня всем сердцем и душой, я люблю вашу мужественную веру, и именно так я отвечаю вам каждый день. Каждый день у меня есть для вас потрясающее послание, но я тот же. Каждый день приносит свои испытания, но моя любовь повсюду вокруг тебя, и это никогда не изменится. Прежде чем ты начнешь свою повседневную работу, я хочу сказать тебе, что люблю тебя, но хочу услышать это из твоих уст. Я хочу услышать, как ты говоришь: «Мой дорогой Иисус», и я отвечу, что тоже люблю тебя. В этот день я благословлю тебя, сделаю процветающим и уберу всю печаль и отчаяние из твоей жизни. Своими святыми словами я исцелю тебя от скорби, сокрушающей твою душу. Я положу огонь жизни в твой разум и разжгу похоть раз и навсегда. Я хочу изменить ваш образ мышления. Я долго с тобой разговаривал, а ты так и не принял решение. Но не отчаивайтесь, я помогу тебе. Здесь я вмешиваюсь в вашу жизнь. Я сделаю твой путь прямым и заставлю тебя стоять на моем святом месте. Я направлю ваше путешествие в правильном направлении, устраню препятствия на пути вашего роста и уведу вас от плохих дружеских отношений. Я открою твои глаза, чтобы ты увидел обман тех, кто утверждает, что любит тебя. Я искореню отношения, которые отравляют твою душу. В следующий раз ты отдашь мне первое место, тебе не нужен кто-то, кто заполнит твое одиночество. Моей благодати достаточно для тебя. Я сломаю вашу зависимость от тех, кто вас преследует. Откройте свои духовные глаза, чтобы наконец понять, что вам не нужны деструктивные отношения, чтобы добиться успеха. С силой и знаниями, которые я вам дам, вы будете двигаться вперед самостоятельно. Вы решили оставаться сильными, несмотря на свои неудачи. Здесь ты не уходишь. Вы не из тех людей, которые думают, что им никогда не повезет. Ты всегда хочешь драться, и я здесь, чтобы помочь тебе. Не бойтесь, избегайте зла, вам не нужны вредные привычки.
Сейчас самое время внести позитивные изменения, и не волнуйтесь, если в вашу жизнь придут новые трудности. Я дам тебе силы, вы будете готовы ко всем благословениям, которые придут к вам. Желаю вам и вашей семье быть благословенными, безопасными и глубоко любимыми. Быть посему. Если вы чувствуете, что это сообщение может утешить и вдохновить других, я приглашаю вас поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Вместе мы сможем донести послание веры, любви и надежды тем, кто действительно в этом нуждается. Мое любимое дитя, моя воля непобедима. Если вы хотите двигаться вперед, двигайтесь вперед с энтузиазмом и уверенностью. Я много раз говорил тебе, что люблю тебя, поддерживаю и хочу защитить тебя. Что бы вам ни пришлось сделать сегодня, делайте это изо всех сил, и если вы потерпите неудачу, я буду рядом, чтобы поддержать вас в трудную минуту. Не бойтесь открыть рот и спросить меня, что правда, для всего, что вам нужно разработать, представить или поделиться. Я много раз говорил вам, что хочу благословить и напитать вас. Укройся в моих руках, когда почувствуешь, что не можешь продолжать, встань ко мне на ноги и заплачь. Если ты устал от войны, вокруг тебя происходит много трудных и болезненных вещей, но силой моего слова и благодатью моей любви я всегда буду защищать тебя и утешать твое сердце. Запомните это сообщение, оставайся здесь, дослушай до конца. Не позволяйте своему сердцу наполняться жалобами и разочарованиями. Это испытание вашего терпения. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты услышать, получить сокровище и верно повиноваться святым словам, которые я вложу в твою душу. Слушай меня каждый день, когда просыпаешься. Я знаю, что тебе предстоит пройти множество испытаний, и иногда у тебя нет сил думать, но нужно очень стараться и быть смелым. Слово веры может мгновенно исцелить вас, укрепить, воодушевить и развить. Возможно, это так, это реально. Решите сегодня поверить всем своим сердцем, что я могу изменить вас своей любовью, своей нежностью, своей терпимостью, своими приказами и своими советами. Я превращу это трудное время в новый день, полный счастья и благословений. Ты много значишь для меня и многих людей, хотя некоторые люди могут не ценить и не ценить вашу страсть. Я вижу ваши усилия и ценю вашу преданность делу. Что бы вы ни делали для них, я отмечаю в своей книге, не ожидая ответа. Я о тебе, и у тебя много свидетелей с неба и земли. Ангелы-воины готовы сражаться, побеждать врагов и убирать камни и препятствия с вашего пути. Есть люди, которые любят вас и молятся за вас, ваше имя восхваляется каждый день. Я посвящаю свою жизнь тебе ради безопасности, свободы и мира в твоей будущей борьбе и счастье. Я покажу тебе, какую силу имеет моя кровь на благо твоей семьи. Мне нужна ваша помощь, но я хочу знать ваши отношения и ваш истинный выбор в дальнейшем. Пообещай мне, что будешь мне доверять. Возьмите на себя обязательство приходить каждое утро и слушать меня. Откройте глаза, обратите внимание, и вы постепенно увидите вокруг себя новые и возможные вещи. Пришло время узнать, кто я, и быть в моем присутствии всем своим сердцем. Ты мне нравишься. Я даю тебе руку. Я согласен с этим. Я изменю твою жизнь. Я обещаю тебе, что то, о чем ты просишь, сбудется.
Вы всегда верите в меня и знаете, что на все ваши молитвы можно получить ответ через призыв Иисуса. Мне нужно сказать вам, что в этом новом веке есть обильные царства, открытое небо и обильные благословения, которые наполнят ваш образ жизни и каждый уголок вашего дома. Пусть вы и ваша семья будете наполнены миром и счастьем. Все это возможно для тех, кто согласен со мной, хранит мои слова в своем сердце и ждет благословений, не сдаваясь и не отступая. Самый эффективный способ, о котором я хочу вас попросить, это почувствовать, что вы хотите быть вместе и набраться терпения. Для рождения всего существования требуется 9 месяцев. Семя должно упасть в плодородную почву, быть срезанным и измененным, прежде чем оно сможет прорасти и вырасти. Ваши интересы также ценны и сильны. Чтобы привести все в соответствие с вашими целями, требуется время и усилия. Я понимаю, что вы меня цените, и надеюсь, что вы не разочарованы. Ваши глаза будут смотреть на горизонт, когда вы проходите каждый класс и покидаете текущую область. Не бойтесь перемен. Все для вашей выгоды. Я хочу окружить вас людьми и ресурсами, которые помогут вам расти. Если ты пойдешь со мной, никто не победит тебя, не обвинит и не осудит тебя, потому что я защищу тебя. В это время, дети мои, если вы сможете увидеть своими духовными очами воинство небесное, стоящее рядом с вами, и если вы сможете увидеть мой свет от Бога, освещающий ваш путь и его падение в ваших врагах, и если вы увидите своей способностью все понимать, происходит вокруг вас, и как небо и земля движутся по вашему желанию. Вскоре я смогу творить чудеса в ваших снах, чтобы вы смогли ощутить немного рая на земле, и я смогу подтолкнуть Вселенную к вашему благословению. Это то, что я делаю, когда вижу таких истинно верующих, как вы, полностью предающихся мне. Так же, как ты любишь меня всем своим разумом и душой, я люблю твою мужественную веру, и именно так я отвечаю тебе каждый день. Каждый день у меня есть для тебя особое послание, но я не меняюсь. Каждый день содержит трудные ситуации, однако моя любовь защитит тебя, и это никогда не будет вариантом. Прежде чем я закончу твои ежедневные обязанности, мне нужно сказать тебе, что я люблю тебя. Но я хочу, чтобы вы увидели это своими словами. Мне нужно внимательно выслушать то, что ты говоришь. Я люблю Иисуса, и я ответил, я тоже тебя люблю. В этот день позволь мне благословить тебя, обогатить и убрать разочарование и разочарование из твоего существования. Я исцелю тебя своими святыми словами от скорби, сокрушающей твою душу. Я могу внедрить в ваш разум идеи существования, а оно будет гореть, как факел, мечта, которая раньше спала, умрет. Я хочу поделиться вашими мыслями. Я разговаривал с тобой уже долгое время, и ты не сделал того выбора, о котором я тебя просил. Но не сдавайтесь. Если я волшебным образом вмешаюсь в твой образ жизни, я дам тебе пропуск. Я могу направить тебя и вознести тебя в мое святое царство. Я могу направить ваше путешествие в правильном направлении, устранить препятствия, мешающие вашему росту, и увести вас от плохих дружеских отношений. Я могу открыть тебе глаза и увидеть, как люди, которые утверждали, что любят тебя, предали тебя. Я искореню отношения, которые отравляют твою душу. Теперь ты дашь мне первое поле,
вы не хотите, чтобы все заполнили ваше одиночество. Моей благодати достаточно для тебя. Я могу разрушить вашу зависимость от того, кто вас оскорбляет, и открыть ваши духовные глаза, чтобы вы наконец поняли, что вам не нужны деструктивные отношения, чтобы добиться успеха. Энергия и навыки, которые я могу предоставить, будут продвигать вас вперед к вашим личным целям. Ты решил держаться за мои ноги, несмотря на свои неудачи. Здесь ты не уходишь. Вы не из тех людей, которые думают, что у них никогда не будет шанса. Вы хотите продолжать бороться, и я здесь, чтобы поддержать вас. Не бойся, избегай зла. Вы не хотите ничего страшного. Пришло время обменять что-то на реальное. И не бойтесь, если на вашем пути возникнут новые трудности. Я могу дать вам силы, необходимые для того, чтобы вы были готовы встретить все возможности, которые встречаются на вашем пути. Пусть ваша семья будет счастливой, безопасной и глубоко любимой. Быть посему. Если вы чувствуете, что это сообщение может утешить и дать совет другим, я приглашаю вас поделиться этим видео со своими друзьями и близкими. Вместе мы сможем донести послание веры, любви и надежды тем, кто действительно в этом нуждается. Моя любовь, мое желание, ничто и ничто не может остановить его. Если вы хотите двигаться вперед, делайте это с любовью и верой. Я много раз говорил тебе, что люблю тебя, поддерживаю тебя и хочу защитить тебя. Что бы вам ни пришлось сделать сегодня, делайте это изо всех сил. А если ты упадешь, я буду рядом, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Не бойся открыть рот и попросить меня о чем-то важном. Ибо все нужно развивать, давать или процентно. Я дал вам вообще указание, что я должен благословить вас и дать вам все, что поможет вам жить. Когда почувствуешь, что не можешь идти дальше, найди убежище в моих объятиях, поднимись ко мне на ноги и заплачь. Если вы не заинтересованы в борьбе, вокруг вас происходит много трудных и болезненных вещей. Но силой моих слов и благодатью моей любви я всегда смогу защитить тебя, утешить твое сердце. Не игнорируйте это сообщение, оставайся здесь и сосредоточься до конца. Не позволяйте своему сердцу наполняться жалобами и разочарованиями. Это картина вашего терпения. Я хочу увидеть, будешь ли ты слушать, накапливать богатство и верно подчиняться этим святым словам. Когда вы просыпаетесь каждый день, я призываю вас прийти и послушать меня. Несмотря на множество испытаний, с которыми вам предстоит столкнуться, и даже если вы иногда слишком устали, чтобы думать, вы должны найти в себе силы быть храбрым. Слово веры имеет силу исцелять, вдохновлять, ободрять и приносить процветание в вашу жизнь. Это в пределах вашего понимания, это правда, это факт. Реши сегодня всем сердцем поверить, что я заменю тебе свою любовь, нежность, терпение, заповеди и советы. Я полон решимости превратить это трудное время в новый день, полный счастья и благословений. Вы очень важны для меня и многих других, хотя некоторые люди могут не ценить вашу любовь и ваши усилия. Будьте уверены, я вижу ваше стремление любить других безоговорочно и ценю всю доброту, которую вы делаете. Я с тобой, и многие свидетели поддерживают тебя, как с неба, так и с земли. Ангелы-воины готовы сражаться, побеждать врага, устранять препятствия
и расчищать себе путь. Помните, что есть люди, которые любят вас и молятся за вас. Твое имя появляется передо мной каждый день. Я жертвую своей жизнью, чтобы вы могли обрести освобождение, свободу и мир в страданиях и радости грядущих дней. Я покажу тебе силу моей крови, чтобы принести благословение твоей семье. Я хочу помочь вам, но я также хочу увидеть, как вы действительно хотите двигаться вперед. Пообещай мне, что сдержишь свое слово. Решите приходить каждое утро, чтобы услышать меня. Откройте широко глаза, посмотрите внимательно, и мало-помалу вы увидите вокруг себя новые и чудесные вещи. Пришло время вам по-настоящему понять, кто я, и приблизиться ко мне всем своим сердцем. Я люблю тебя и протягиваю тебе руку, поверь мне. Я изменю твою жизнь, я обещаю. Верьте, что то, о чем вы просите, сбудется. Вы всегда верите в меня и верите, что на ваши молитвы будет дан ответ во имя Иисуса. Я объявляю о новом сезоне обильного дождя, открытого неба и благословений, которые наполнят каждый аспект вашей жизни и дома. Пусть вы и ваша семья наполнитесь миром и радостью. Все это возможно для тех, кто верит в меня, хранит мои слова в своем сердце и ждет благословений, не сомневаясь и не отворачиваясь. Я хочу, чтобы ты был твердым и терпеливым. Для развития жизни требуется время. Семя должно упасть в плодородную почву, быть поврежденным и трансформироваться, прежде чем оно сможет прорасти и вырасти. Ваши благословения также драгоценны и сильны. Чтобы настроить все по своему вкусу, нужны время и усилия. Я понимаю вашу ситуацию и прошу не отчаиваться. Медленно продвигаясь вперед, не спускайте глаз с горизонта, и вы пойдете дальше, чем сейчас. Не бойтесь перемен, все для вашей пользы. Мне нравится окружать вас людьми и ресурсами, которые поддерживают ваш рост. Если ты пойдешь со мной, никто не победит тебя, не обвинит и не осудит тебя, потому что я защищу тебя. Сегодня, дети мои, если вы сможете увидеть своими духовными очами армию небесную, стоящую рядом с вами, и если вы сможете увидеть мой свет от Бога, освещающий ваш путь и падающий на ваших врагов, и если вы сможете увидеть свое окружение, что происходит и как небеса и земля и дальше будут вращаться по вашему желанию. Скоро я открою во сне что-то прекрасное, чтобы вы почувствовали немного рая на земле. Как только ты полностью отдашься мне, когда обретешь свою истинную веру, я готов путешествовать по всему миру, чтобы благословить тебя. Так же, как вы любите меня всем своим сердцем и душой, я ценю вашу мужественную веру и отвечаю вам каждый день. У меня есть для вас одно сообщение каждый день, но я не меняюсь. Каждый день приносит свои испытания, но моя любовь к защите тебя никогда не изменится. Прежде чем вы приступите к своей повседневной работе, мне бы хотелось услышать ваши мысли. Скажи мне: «Я люблю тебя, мой дорогой Иисус», и я подтвержу, что тоже люблю тебя. Сегодня я благословлю тебя, сделаю процветающим и уберу всю печаль и отчаяние из твоей жизни. Своим святым словом я освобожу тебя от отчаяния, которое тяготит твою душу. Я поселю в твоем уме мысли о жизни, я зажгу, как горящий факел, те мечты, которые дремлют, мертвы. Я готов изменить ваши отношения. Я уже давно с тобой разговариваю, а ты до сих пор не решился. Я уже говорил тебе, но не сдавайся,
я здесь, чтобы помочь. Здесь я вмешиваюсь в вашу жизнь. Я направлю твой путь, подниму тебя своей целью и святым страхом, правильно отмерю твои шаги, устраню препятствия, мешающие твоему росту, и уведу тебя от разрушительных дружеских связей. Я открою тебе глаза на предательство тех, кто утверждает, что любит тебя. Я разрушу отношения, которые отравляют твою душу. Сегодня ты отдашь мне первое место в своей жизни. Я вижу, насколько ты другой. Ты снова и снова показывал мне, что веришь в меня, и я так тебя люблю. Теперь прими мое благословение, вы ничего не пропустите. Я обещаю тебе, я позабочусь о тебе. Я точно знаю, через что ты проходишь и что тебе нужно. Не беспокойтесь о своих текущих проблемах, просто закрой глаза и подумай о том, что я сказал. Ваше сердце и разум обретут мир и спокойствие. Вокруг вас много дверей, которые откроются. Идите вперед и постучите в эту дверь с настойчивостью и решимостью. Я приказываю тебе сделать это. И делай то, что делаешь, не бойся, я вложу в твои уста слова, которые ты должен сказать. Примите решение сегодня и продолжайте свое путешествие. Не молчи, потому что ты боишься. Если ты проснешься и пойдешь, двери рая откроются для тебя. Я осыпаю вас обильными и праведными благословениями. С ними ты соберешь много еды, вы будете свободны от кредиторов и долгов. У вас будет больше, чем вы ожидали, поделитесь, отдайте, благословите и сейте. Вы будете жать и сеять, то же самое будет происходить с сегодняшнего дня, каждый день, каждый месяц и каждый год. Так что читайте и слушайте эти слова снова и снова, пока не поймете именно то, что я вам говорю. Вы должны делать то, что я приказываю, верить тому, что я написал, и продолжать. Сейчас самое время проснуться, возродить свою веру, осуществить план, который я давно для тебя запланировал. Оставьте неудачи и чувство вины в прошлом, решите стоять твердо, сражаться каждый день и игнорировать разговоры и нападки других. Сначала простите, отпустите прошлое и двигайтесь дальше. Мое слово защитит тебя, ваша вера будет вашим оружием. Я поддержу вас в решении предстоящих задач. Преданной жизни я даю тебе силы продолжать. Я сказал, я ваш проводник, ваш поставщик. Я знаю ваши потребности и восполню ваши недостатки и многое другое. Примите всем своим голосом и сердцем, что вы будете продолжать бороться, жить и верить. Продолжайте двигаться вперед, не останавливайтесь. Я твой святой Отец, твой Бог, твой Спаситель. Я понимаю ваше сердце и вижу за пределами ваших проблем. Я знаю, с какими трудностями тебе придется столкнуться. Ты сожалеешь о некоторых решениях, чувствуешь тяжесть поражения, но ты также знаешь, как сильно я тебя люблю.